Очередной визит руководства в Чеченскую Республику. С рабочим визитом прибыла делегация Общероссийского профсоюза образования, которую возглавляет председатель профсоюза Галина Меркулова. В аэропорту Грозный делегацию встречали работники аппарата Чеченской республиканской организации профсоюза образования во главе с председателем Хизиром Герзелиевым. Программа пребывания делегации очень насыщенная. Гости республики разделились на несколько групп, чтобы успеть провести семинары, мастер-классы, принять участие в различных мероприятиях. В программу делегации, которая была рассчитана на 3 дня, входило проведение выездного расширенного заседания Постоянной комиссии Центрального совета профсоюза по организационной работе и кадровым вопросам и лекторской группы республиканского семинара ответственных за реализацию пилотного проекта, а также встречи с социальными партнерами Чеченской Республики. Ну а обо всем по порядку. Осталось сегодня вспомнить, когда я была первый раз. Это было ровно 10 лет тому назад, это первый раз. Потом я еще и еще раз была несколько раз в этой организации и в славной Республике Чечня. Конечно, сейчас у нас тоже важное действие, потому что мы проводим заседание, выездное заседание нашей комиссии, постоянной комиссии Центрального совета, чтобы в очередной раз познакомиться с тем богатым опытом республиканской организации нашего профсоюза образования. Это важное событие. Многие коллеги, которые здесь являются членами комиссии, они первый раз здесь. Поэтому я думаю, что у них впечатлений будет еще больше, потому что я уже со всем этим знакома. Мне это все очень нравится. Я очень высоко оцениваю вообще руководителя республиканской организации, потому что Хизир Магомедович – это уникальная личность, и мы с ним знакомы очень давно, с момента даже тех самых сложных лет, которые переживала республика. Многие из гостей не впервые в Грозном, но с последнего их визита прошло достаточно времени, и в Чеченском профсоюзе образования, как и в самой республике, многое изменилось в лучшую сторону. Хозяевам было о чем рассказать как вновь прибывшим, так и тем, кто впервые в Грозном. Мы сейчас рассмотрим этот опыт, будем выносить, естественно, положительное решение о деятельности этой организации и выносить это на рассмотрение исполкома нашего Центрального совета. Вот, поэтому вообще очень нравится, так город меняется. Я помню, когда у меня были первые впечатления, знаете, когда вот после военных всяких событий, и ты когда ехал первый раз, думаешь, как там это будет? И когда я увидела вашу мечеть, первое, что появилось такое, да, уникальное, когда рядом парки, когда гуляющие семьи с детьми, с колясками, я подумала, боже, какое счастье наступило, мирное время, это самое главное. Все остальные сложности, проблемы в жизни, их можно пережить. Самое главное, чтобы мы жили в мире, согласии, и тогда нам будет легче жить и успешнее. В холле Дома профсоюзов была организована выставка печатных изданий, архивных летописей, а также фотовыставка, рассказывающая о самых значимых событиях в профсоюзной жизни республики. Заместитель председателя местного профсоюза Тамара Алимурзаева провела экскурсию для коллег из других регионов и рассказала об особенностях деятельности Чеченского профессионального союза образования. Здесь министр образования этой комнаты психологической разгрузки. Но здесь, помните, вчера вам Галина Ивановна рассказывала о фотоальбоме ее пребывания. Здесь можете проходить. Далее инициативу перехватила заведующая отделом профсоюзного обучения и мониторинга Рессовета Раиса Дидиева и рассказала об экспонатах профсоюзного музея. Здесь я хотела бы обратить внимание на один из экспонатов. Это профсоюзный билет Герзелиева Хизира Магомедовича, который был выдан в 1959 году. Ему 60 лет в этом году. Это юбилей. Выездное заседание Постоянной комиссии Центрального совета профсоюза открыла своим приветственным словом Галина Ивановна Меркулова. Вы входите в пилотный проект Центрального совета о введении новых профсоюзных билетов. Сегодня параллельно они будут помогать нам и проводить семинары, практическое занятие о том, как вообще готовиться к этому, как реализовывать этот проект. Проект необычайно важный.
Таймураз Тизеев, председатель профсоюза образования Республики Северная Осетия Алания, отдал профсоюзу большую часть своей сознательной жизни. Он не впервые в Чеченской Республике, но рад, что снова попал в состав делегации. Будучи в Грозном, он в очередной раз узнал для себя много интересного и полезного. Я, наверное, не ошибусь, скажу, последние 10 лет я часто приезжаю к вам в Чечню, в Грозный. И каждый раз для себя открываю что-то новое в работе этой республиканской организации. И каждый раз пытаюсь брать на вооружение, учиться. Это не только мое мнение. Вот сегодня мы выслушали мнение всех участников заседания и даны высокие оценки работы Чеченской республиканской организации профсоюза. Действительно, Хизир Магометович Гризалиев – это современный руководитель, который использует все современные методы работы, и поэтому достигает таких вот достижений, высот в профсоюзной работе. Пока длилось заседание, наша съемочная группа направилась в 12-ю гимназию Грозного. Здесь по программе для председателей районных советов молодых педагогов, районных председателей по информационной работе и профсоюзной гласности, внештатных районных корреспондентов Чеченского профсоюза образования провели профсеминар. Мы совершенно не умеем пользоваться своим языком синонимами, антонимами, фразеологизмами. Иногда даже надо эвфемизмами. Не используем всю красоту и богатство языка. Кстати говоря, потрясающий русский язык у представителей Чеченской Республики. Когда выступают, всегда слышишь чисто грамотная русская речь. Без вот этого «шо», «где», «договор». Елена Елшина, секретарь, заведующий отделом по связям с общественностью аппарата Общероссийского профсоюза образования, подробно рассказала о секретах словесности. Сегодня мы говорим о текстах, о том, как доносить информацию, о публичных выступлениях, о том, чтобы любое выступление профсоюзного лидера или активиста было интересным, полезным, информативным, для того, чтобы люди, которые вступают в нашу организацию, шли за нами, чтобы они разделяли наши взгляды и мнения, и для того, чтобы наша организация становилась сильнее. Слово письменное и устное, или как писать, чтобы нас читали, и говорить, чтобы нас слышали. Вот чему учила чеченских коллег Елена Станиславовна. Если честно, для меня этот семинар оказался очень интересным и познавательным. В данном случае были даны огромное количество советов, практических именно советов для ведения работы в профсоюзе. Потому что работа в профсоюзе – это в первую очередь общение с людьми. И нужно уметь так преподнести информацию, чтобы тебя было интересно слушать и чтобы за тобой шли люди. В рамках рабочего визита делегации Общероссийского профсоюза образования в Министерстве образования и науки Чеченской Республики состоялась информационно-деловая встреча председателя Общероссийского профсоюза образования Галины Меркуловой с местными социальными партнерами. Это было 10 лет тому назад первый раз здесь, в славной республике. И, конечно, я понимаю и вижу, как хорошеет республика, как красивее становится, насколько вот меняется с каждым годом. Я уже 3-й или 4-й раз здесь нахожусь, и поэтому очень приятно. У нас вообще Хизир Магометович считается уникальной личностью в нашем профсоюзном движении. Вот. Мы знаем, как нетрудно было ему в самые сложные времена войны, всех этих событий сохранить профсоюз. Я это очень хорошо знаю, потому что мы и в ту пору даже порядок между паузы, когда были вот между всякими обострением военных событий. Ваша организация, она должна, конечно, и дальше динамично развиваться. Есть определенные проблемы, их тоже мы совместно, наверное, будем решать. Выступая перед собравшимися, Галина Меркулова сообщила об итогах работы постоянной комиссии Центрального совета профсоюза по организационной работе и кадровым вопросам и обозначила 2 проблемы. Оплата труда работников образования и техперсонала, а также оздоровление педагогических работников в Чеченской Республике. Для решения озвученных проблем заместитель председателя правительства Чеченской Республики обещал приложить все усилия. Главным вопросом было это подготовка проведения учителя года на территории Чеченской Республики. Кроме этого поднимались, конечно, вопросы и заработной платы для учителей,
летние оздоровительные кампании, то же самое для учителей. На сегодняшний день действительно в связи с кризисом есть проблемы приобретения санаторно-курортных путевок для учителей. Эти вопросы профсоюзы поднимали. Сегодня мы на уровне правительства эти вопросы, конечно, в дальнейшем постараемся решить положительно. Исмаил Баудинович Байханов выразил искреннюю благодарность за высказанную оценку деятельности Чеченской республиканской организации профсоюза и рассказал о ходе подготовки к проведению Всероссийского конкурса «Учитель года-2019», который пройдет в Чеченской республике. В целом вся система готовится к этому значимому событию не только для республики, но и для всего Северного Кавказа, потому что за 30-летний конкурс, достаточно серьезный конкурс, ни один конкурс не удерживает вот такую дату, не было ни одного победителя из Северо-Кавказа. То есть это еще раз на нас накладывает определенную ответственность. Мы, в принципе, являемся давними партнерами с нашим региональным отделением профсоюза работников. Хотел бы отметить, что действительно, и как сегодня оценил и федеральный руководитель, что региональная организация Совета профсоюза Чеченской Республики один из лучших Российской Федерации. И у нас, как социальные партнеры, надо отметить, что профсоюз работников в сфере образования Чеченской Республики оказывает нам посильную помощь, в том числе нам это очень важно, что оказывает помощь нашим коллегам, учителям и приобретению путевок. Особо хотел бы отметить, что хотя это не входит в функции, скажем, в Совет профсоюза образования, в последние годы мы видим и наблюдаем, как благодаря нашим организации, профсоюзной организации работников, в образовательных учреждениях у нас появляются кабинеты психологической разгрузки. Мы очень благодарны нашим социальным партнерам. Конечно, есть вопросы, которые сегодня профсоюз ставит перед правительством Чеченской Республики. Это вопросы объективные. Первый день пребывания гостей оказался самым насыщенным. Параллельно встрече в Министерстве образования в президентском лицее имени Ахмата Хаджи Кадырова прошел другой, не менее интересный показательный семинар. Владимир Юдин, секретарь Центрального совета профсоюза, Константин Олившиц, директор филиала образования и наука, и Вячеслав Стосенко, руководитель проекта «Интернет-медиа», были ответственны за работу в автоматизированной информационной системе Общероссийского профсоюза образования в Чеченской Республике. Исполком профсоюза уже понимал, что для того, чтобы реформировать или повысить эффективность деятельности наших профсоюзных органов, без опоры и широкого использования вот этих информационных, так скажем, инновационных компьютерных технологий, мы не сможем продвинуться, в развитии самого профсоюза. Профсоюз образования нашей республики вошел в пилотный проект и одним из первых в стране внедрит автоматизированную систему учета членов профсоюза в регионе. 18 территорий России будут первыми, кто реализует у себя новую приоритетную программу «Электронный профбилет». Исполком принял в начале решение провести первый этап в форме пилотного проекта. В нем участвует 18 субъектов, в том числе Чеченская республиканская организация. Она вошла в пилотный проект. В каждом федеральном округе по 3, 4, 5 организаций региональных, которые начали проект. Сейчас мы плотно работаем по этому проекту. Остается еще 2-3 семинара в регионах, а так мы, в принципе, уже эту работу провели. Сейчас начинается эта сложная рутинная работа. Пилотный проект вызвал множество вопросов у председателей. Предстоит еще много работы по внедрению проекта. Но все понимают, что цифровизация – это начало новой эры в профсоюзе. Ожидаемый эффект цифровизации профсоюза состоит из многих пунктов, и некоторые из них – это создание единой электронной базы членов профсоюза, введение в профсоюзе электронного профсоюзного билета в виде электронного профсоюзного билета в форме пластиковой карточки, формирование паспорта профсоюзной организации с более глубоким анализом социального положения членов профсоюзной организации, сокращение отчетности и освобождение председателей первичных организаций профсоюза от дополнительных текущих отчетов за счет использования
использование единых электронных данных, повышение качества работы выборных профсоюзных органов по всем направлениям уставной деятельности. Дополнительная социальная поддержка членов профсоюза за счет использования дисконтной и бонусной программы, совмещенной с электронным профсоюзным билетом. Автоматизация учета кадров и активов в профсоюзе, формирование картотеки личных дел. Вечером того же дня хозяевами был запланирован культурный досуг для гостей столицы. В Чеченском драматическом театре имени Хампашина Радилова было организовано выступление звезд чеченской эстрады. В заключительный день своего пребывания в Грозном делегация Общероссийского профсоюза образования приняла участие в Республиканском собрании профсоюзного актива, которое проходило в лингвистической школе имени Юнуса Дашириева. Свыше 700 работников образования со всех районов, собравшиеся в зале, тепло поприветствовали гостей, и началась работа профсоюзного актива. С основным докладом выступил первый заместитель председателя Чеченской организации профсоюза Даутхан Хизирович Герзелиев. Я хотел сегодня подчеркнуть, и жирно подчеркнуть, что в шаткие и нестабильные политические времена России наш председатель сумел сплотить и сохранить нашу отраслевую организацию профсоюз образования Российской Федерации своей мудростью и мужеством развить динамично и снова со временем работу аппарата Центрального совета, сплотить вокруг себя очень опытных, идейных, креативных, профессиональных и перспективных работников. Даутхан Хизирович заверил членов профсоюза, что Чеченская республиканская организация Общероссийского профсоюза образования всегда и словом, и делом старается решить и обязательно будет решать на своем уровне все выявленные проблемы и пожелания учителей. С информационными сообщениями выступили и другие штатные работники Чеченского профсоюза образования. Завершилось мероприятие награждением большой группы профактивистов. Членам делегации Общероссийского профсоюза образования были вручены медали Чеченской республиканской организации профсоюза образования, почетный работник профсоюза. Юбилейных медалей профсоюза «100 лет дополнительному образованию детей» были удостоены председатель первичной профсоюзной организации учреждений дополнительного образования республики. Почетными грамотами Чеченской организации профсоюза образования были награждены профактивисты учреждений дополнительного образования. За несколько часов до отлета в конференц-зале отеля «Грозный-Сити» состоялась пресс-конференция с руководителями Общероссийского профсоюза образования. В живом диалоге с почетной гостьей озвучить свои вопросы и, соответственно, получить ответы на них смогли представители ведущих печатных изданий и информагентств, включая телерадиокомпанию ЧГТРК «Грозный». По словам Меркуловой, за последние 10 лет это ее 3-я поездка в Чеченскую республику. И она, и другие представители профсоюза образования приезжают сюда с большим желанием, так как организация профсоюза образования Чеченской республики для них представляет действительно большой интерес. Мы как бы всегда, когда выезжаем в какие-то субъекты, пытаемся воспользоваться возможностью по разным направлениям встретиться с членами профсоюза, с профсоюзным активом. Что мы делали, собственно, и в этот раз. Помимо работы рабочей группы, у нас параллельно была встреча, семинар с активом профсоюзным на очень интересные темы. Кстати, они очень близки, да, Елена Станиславовна, к журналистике, потому что мы... Ведь, понимаете, мы учителям помогаем в разных направлениях, очень в разных, в том, в чем они нуждаются. На пресс-конференции с представителями региональных СМИ не остались без внимания как текущие, так и наиболее проблемные моменты деятельности.
над которыми уже работает постоянная комиссия Центрального совета профсоюза. Это пилотный проект «Вопрос оплаты труда учителей. Опыт работы с зарубежными коллегами» в рамках международного образовательного сотрудничества. Кстати, по пилотному проекту подробные и доступные объяснения дал присутствовавший на пресс-конференции заместитель председателя профсоюза Михаил Васильевич Авдиенко. У нас было две основных цели, вот пока для себя видеть. В первую очередь, это сделать прозрачным для себя, для профсоюза нашу численность, да, потому что сейчас мы очень трудоемкий процесс, мы собираем счета, так называемые, да, чисто физический счет членов профсоюза, он очень трудоемкий, и мы многоступенчатые, и мы поэтому трудоемкому, и для нас он непрозрачный. Поэтому в первую очередь мы вот для себя сначала этот процесс сделать его более для себя прозрачным, более технологичным, более современным и более быстрым. Это первое. Это чисто вот наши внутрисоюзные вопросы решали. И второй, вот, конечно, мы тоже для себя задавали вопрос. А чем он, ну хорошо, мы-то им скажем, для себя-то мы облегчим работу в этом плане. А для членов профсоюза что это даст? Поэтому у нас есть вторая часть, тоже немаловажная, этого проекта. Это бонусная так называемая программа. То есть тот, кто получит этот, зарегистрируется, либо получит в пластиковом виде, либо у нас будет мобильное приложение, то есть вообще без пластика можно будет регистрироваться. Он сможет зарегистрироваться на специальном сайте, где есть бонусные программы, скидки и так далее на разные магазины и так далее, и так далее. Поэтому вот эту часть мы обязательно тоже членам профсоюза рассказываем. Несмотря на то, что в насыщенную программу пребывания не входили поездки по школам республики, гости все же успели посетить комнату психологической разгрузки для учителей. Это своего рода ноу-хау чеченского профсоюза. Тот проект, который у вас реализуется, республиканская организация, а уже их 8, я знаю, есть комнат психологической разгрузки, который помог оборудовать наша республиканская организация профсоюза в образовательных организациях республики. Мне кажется, это очень важный и полезный ход для педагогических работников, для учителей. Мне вот посчастливилось побывать в одном из вот этих комнат психологической разгрузки. Там помимо специальной мебели есть массажные кресла, есть даже фонтан такой специальный, который помогает отдыхать глазам. Есть специальный дождь, тоже интересный сухой дождь, который вот помогает тоже психологическую произвести разгрузку для учителей. Поэтому действительно проект, на мой взгляд, очень полезный, нужный, необходимый, и вот он очень важное делает, мне кажется, вот в помощь учителю, в его действительно разгрузке эмоциональной, психологической. Это очень важно, особенно в непростое сегодняшнее время, когда действительно учитель находится под прицелом всех социальных сетей, всех тех коммуникаций современных, которые сейчас происходят. Председатель Чеченского профсоюза образования Хизир Магомедович Герзелиев горячо поблагодарил всех прибывших в Грозный за ценные рекомендации и мастер-классы. Работу наших коллег из Чеченской Республики мы оценили положительно и выносим эти итоги на рассмотрение исполкома Центрального совета Общероссийского профсоюза, подчеркнула председатель профсоюза образования России. Мы еще раз убедились, насколько важно подобное четкое и прозрачное выстраивание работы, что наблюдается в данном регионе. Это образцовая профсоюзная организация, у которой есть чему поучиться. Приветствуем всех, кто пришел разделить радость замечательного события нашего отраслевого профсоюза. Здравствуйте, верные читатели профсоюзного журнала «Резонанс» и преданные зрители телепередачи «Вестник профсоюза образования». 17 февраля 2014 года вышел первый номер журнала «Резонанс». Так эта дата стала точкой отсчета выхода в свет профсоюзного журнала. За 5 лет издано 30 номеров, в которых опубликовано более 600 статей, очерков, интервью и другого информационного материала. А 26 февраля того же года на ЧГТРК Грозный впервые в эфир вышла наша телепередача «Вестник профсоюза образования». 55 выпусков телепередачи за нашей бессменной ведущей Зулихан Султыговой. Более 5000 просмотров в видеохостинге YouTube. Стабильная трансляция в приложении Рессовет Инфо, Facebook и ВКонтакте. А сколько зрителей ожидают у телеэкрана начала передачи?
Проведением в Доме профсоюзов большого праздничного торжества были отмечены юбилейные даты профсоюзного журнала «Резонанс» и телепередачи «Вестник профсоюза образования». В чествовании журнала и телепередачи приняли участие председатель Федерации профсоюзов Чеченской Республики, заместитель министра образования и науки Чеченской Республики, начальник отдела образования и воспитания Комитета правительства Чеченской Республики по дошкольному образованию и профсоюзный актив Организации профсоюза образования. Строго говоря, 5 лет, конечно, это не юбилейная дата, но, тем не менее, у нас, в общем-то, достаточно других информационных ресурсов и не менее эффективных. У нас интернет-сайт, информационный вестник, рассылка новостей профсоюза и образования, приложение к телефону пресс-совет-инфо. Ну, естественно, возникает вопрос, почему такое внимание журналу и телепередаче? Думаю, много объяснять нет особой необходимости. И «Резонанс», и телепередача являются собой большой настоящей информационной площадкой, где можно наиболее полно показать и рассказать о деятельности организации профсоюза. Руководство профсоюза поздравило работников Рессовета, занятых выпуском журнала и телепередачи, а также всех внештатных корреспондентов, которые систематически публикуются и участвуют в телепередаче. Наша республиканская организация профсоюзного образования, на мой взгляд, одна из тех структур, немногочисленных вообще в мировом профсоюзном движении, которая достаточно успешно решает эту проблему. Не случайно у нас прошлый год был объявлен годом профсоюзной информации. Все-таки эта проблема существует по сегодняшний день. И, конечно, в своей работе, осуществляя свою деятельность и этот новые информационные ресурсы для профсоюзного движения, тот же журнал «Резонанс» и телепередача, конечно, разрешают задачи, достигает своих целей. Вот уже 5 лет профсоюз образования Чеченской Республики знакомит педагогическое сообщество и всех остальных с работой, проводимой по защите прав учителей, по повышению их юридической грамотности, по охране труда и многого другого в информационной программе «Вестник профсоюза образования» в эфире Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» и в рамках ежемесячного журнала «Резонанс». Это торжество еще раз подчеркнуло значимость наших изданий, потому что журнал постепенно приобретает все большую и большую свою значимость. Он становится не только для членов профсоюза, но и для граждан других. Я знаю лично, что журналом интересуются не только учителя, но и рядовые люди, граждане. Журнал красочный, красивый. Телевизионный проект «Вестник профсоюза образования» запущен в эфир в феврале 2014-го. В профсоюзе образования проходит невероятное количество мероприятий, цель которых – повысить уровень защищенности педагогов, повысить профессиональные навыки председателей, первичек и многое другое. И было бы странно не осветить их на главной информационной площадке нашей республики. В программу входят постоянные рубрики «Учитель пред именем твоим» и «Профответ». В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы отвечают на все вопросы работников образования. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это основная цель этой рубрики. «Учитель пред именем твоим» в этой рубрике по традиции рассказывают телезрителю об учителях, педагогах, посвятивших свою жизнь делу воспитания и обучения подрастающего поколения. В торжественной обстановке сотрудникам, занятым в выпусках информационных органов профсоюза образования, были вручены грамоты и денежные поощрения. Успаева Зинаида Рамазановна, корректор журнала «Резонанс». Ахмадов Хаважи Бесланович, видеооператор ЧГТРК «Грозный». Салаханов Альберт Даусович, видеооператор ЧГТРК «Грозный». И Нанаев Тамерлан Султанович, режиссер монтажа канала «Грозный». А также шеф-редактор редакции аналитических программ канала «Грозный», автор телепередачи «Вестник профсоюза образования» Султыгова Гульсум Шамсудиновна.
Главному редактору журнала Дети Сулумовой, шеф-редактору редакции аналитических программ ЧГТРК «Грозный», автору телепередачи «Вестник профсоюза образования» Кульсум Султыговой и заведующему правозащитным отделом Райсовета профсоюза Магомеду Исраилову вручены медали «Почетный работник профсоюза». В завершении торжества состоялся концерт. Праздник украсили своим выступлением Таиса Парсанова, солистка государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нухчо». Кульминацией праздничного мероприятия стало выступление хора профсоюза образования.